19 декабря исполнилось 105 лет со дня рождения известной нашей землячки, талантливой русской поэтессы Людмилы Константиновны Татьяничевой. В 2008 году в Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени Ивана Дмитриевича Воронина был передан ее личный архив. Архив музея передали ее сын Юрий Николаевич Смелянский и сноха Элеонора Яковлевна. Имя Людмилы Константиновны Татьяничевой в 60-е и 80-е годы XX века было на слуху. Ее стихотворения пользовались огромной популярностью. Она была одним из издаваемых поэтов в нашей стране. А родилась Людмила Константиновна в тихом городке Ордатове в 1915 году. Родилась она в декабре месяце, и этому зимнему месяцу она посвятила свои стихи. Декабрь. Снежных хлопьев тихое круженье, света усеченный полукруг. Здравствуй, месяц моего рождения, мой заступник, мой надежный друг. Над моей суровой колыбелью наклонялся твой неяркий луч. Закружи опять своей метелью, в ноги брось медвежью полость туч. Пышный снег укутывай по плечи все мои поляны и кусты. Берегам, тоскующим о встрече, подари зеркальные мосты. Кровь мою ты обнови морозом и счастливым чувством крутизны. А березам, всем моим березам, чуть добавь нежнейшей белизны. Мой декабрь, мой сизокрылый голубь, ты опять пожаловала ко мне. В льдистом небе голубая прорубь с золотистой рыбиной на дне. Жизнь к Людмиле Константиновне была неласкова. В 3 года умер отец, и мама с крохотной дочуркой уехала учительствовать в глухое дальнее село Хлыстовка, Отрадное, Чамзинского района. Жили они при школе. В 10 лет девочка лишилась и матери. Сложив свои нехитрые вещички в деревянный баул, 10-летняя девочка самостоятельно отправилась в Свердловск, к дальним родственникам. В семье бездетных педагогов Людмила стала приемной дочерью. Они воспитали ее, вывели на широкую дорогу жизни. Окончив 7-летку, Людмила Константиновна пришла работать на вагоностроительный завод ученицей токаря. А через несколько лет она закончила рабфак и уехала в Магнитогорск. Работала журналисткой, сотрудницей редакции газеты «Магнитогорский рабочий». Знакомство и общение с жившими в то время писателями и поэтами, которые жили в этом городе, Борисом Ручьевым, Александром Авдиенко и другими, определили ее жизненный выбор. В 1941 году она окончила литературный институт имени Горького. Материалы архива поэтессы, которые теперь хранятся в фондах нашего музея, рассказывают о жизненном и творческом пути Людмилы Константиновны. Всего в архиве насчитывается более 200 экспонатов. Это рукописи, документы, личные вещи, записи ее стихов с голосом автора, журналы, книги. За свою жизнь у Татьяничевой было издано более 70 сборников стихотворений в Челябинске, в Свердловске, в Москве. В музейном архиве хранятся сборники ее стихотворений «Зарянка», «Синегорье», «Хвойный мед» и другие. За книгу «Зарянка» она в 1971 году была удостоена Государственной премии имени Горького. Людмила Константиновна всегда была тесно связана с родным краем, восхищалась ее красотой, трудовыми успехами земляков. Среди множества прекрасных стихотворений поэтессы встречаются стихи, посвященные родной Мордовии. «Память сердца», «Мордовская речь»,
Вот, например, как Татьяничева выражает свою любовь к мордовскому народу в стихотворении «Мордовская речь». Там, среди ивника, под гривастой, веселой горою, повстречалась река и достойно назвалась Сурою. Сколько зим позади, стая птиц в оперении суровом, вишь, колей не чуди, это музыка, ставшая словом. Я мордовскую речь, как цветущего детства поляны, в своем сердце беречь до последнего не устану. В фотоколлекции поэтессы хранится более 100 фотографий 1916-1980 годов. Это детские фотографии, ее родителей, семейные. На фотографиях мы ее также видим на различных творческих встречах с известными советскими писателями, на писательских съездах, конференциях. В 1965 году на втором съезде писателей РСФСР ее избрали секретарем правления Союза писателей РСФСР по национальным литературам. И она вместе со своим мужем, известным драматургом Николаем Смелянским, переехала жить в Москву. На Людмилу Константиновну навалились груды общественных забот. По делам правления она выезжала во многие уголки нашей страны. Несколько раз была и в Мордовии. В 1969 году она приезжала на 7-й съезд писателей МАССР. В фондах музея хранится фотография, где мы Людмилу Константиновну видим с мордовскими писателями. В своих дневниковых записях, которые она вела в течение ряда лет и опубликованы в книге Людмила Константиновна Татьяничева «Мне бы только успеть. Письма и дневники», Людмила Константиновна пишет о поездке в Мордовию. 4 сентября 1969 года поехала я в Саранск на съезд писателей. Поезд прибыл в 4 часа утра. До начала съезда познакомилась с городом. Саранск изменился неузнаваемо. Съезд прошел интересно и дружно. Выступила с лирическим словом привета. 6 сентября ездила в Чамченку, заезжала в село Отрадное, бывшая Хлыстовка. Из памятных мест сохранились только ветхая старая школа да бывший народный дом. Маму в Хлыстовке помнят многие. Умерла Людмила Константиновна в апреле 1980 года. Ее лучшие произведения вошли в Золотой фонд русской литературы, а их автору суждена долгая жизнь благородной памяти читателей.